Глава 18. Невзгоды. Желтый пес. Путем сравнительной этнологии удалось установить приблизительную продолжительность периода, отделяющего момент пассионарного толчка от эпохи видимого начала этногенетического процесса. Этот инкубационный период длится вообще около 150 лет, но наша осведомленность о началах разных народов столь различна, что часто мы фиксируем начало истории этноса с запозданием. Именно это имеет место в истории монголов, весьма малоизвестных китайским географам до XIII века. Те просто отметили в VII-IX веках южнее Байкала племя Мэн-У, Мэнгу, а потом гору Мэньшань. В X-XII веках монголы были друзьями киданий и, следовательно, противниками татар и врагами чурдженей, от коих монголов отделяла река. По поводу древнейшего периода истории и этногенеза монголов есть несколько мифологических версий. Монгольских историков интересовала только генеалогия, а политические события, социальные ситуации, культурные сдвиги были вне сферы их внимания. Поэтому необходимые историку XX века даты, являющиеся скелетом исторической науки, неустановимы. Но с середины XI века начинается второй полуисторический, то есть легендарный период монгольского этногенеза, ознаменованный появлением легенды, в правдивости которой сами монголы сомневались. Прародительница монгольского этноса Алан-Гоа родила 2 сыновей от мужа и 3 от светлорусого юноши, приходившего к ней в полночь через дымовое отверстие юрты и уходившего с рассветом, словно желтый пес. Зачатие якобы происходило от света, исходившего от юноши и проникавшего в чрево вдовы. Обыкновенное чудо. От этого странного даже для современников союза родился Баданчар, судя по описанию, типичный пассионарий, сначала считавшийся дурачком. Ему приписано и изобретение охоты с прирученным соколом, и подчинение какого-то соседнего племени, то есть установление неравенства, и введение некоего родового культа, описанного крайне расплывчато. К Баданчару возводили свою генеалогию многие монгольские родовые подразделения, в том числе барджигины, что значит синеокие. Считалось, что голубизна глаз и рыжеватость волос были следствием происхождения от желтого пса. Попробуем интерпретировать легенду. В ней констатированы факты этнического смешения 2 субстратов и повышенная активность возникшей популяции. До этого на берегах Анона жили племена, не обращавшие на себя ничьего внимания, то есть находившиеся в фазе этнического гомеостаза. Хозяйство их было натуральным, формы общежития традиционными, воззрения унаследованными от предков и постепенно забываемыми. Даже общение между исходными этническими субстратами шло вяло. Ради желанного покоя они предпочитали не встречаться, а тем более ничего не знать друг о друге. Но при внуках Баданчара, родившегося не раньше 970 года, начался процесс формообразования этноса. Появилось деление на новые родовые группы, возникшие из чресл Алан-Гоа, Нирун и древние Дарликин. Внезапно стали известны имена вождей, еще не ханов. Буквальное название их – сидящие во главе, то есть председатели. Перлея. Собственно, монгольские племена в период Киданьской империи с 907 по 1125 год. Труды 25-го Международного конгресса востоковедов. Одним из таковых был Хайду, правнук Баданчара, отец основателей самых видных родов – Наянкин, Тайджиут, Аралуд, Куят-Гергес, Хабурход, Сунид, Хонгхатан и Аранар. Монгольских родов становилось больше, росла и их численность. За это время внутри монгольских родов произошла оригинальная социальная дифференциация. К именам тех или иных монголов присоединяются своеобразные эпитеты. Багадур, Батур, богатырь. Сечен, Сецен, мудрый. Мерген, меткий. Бельге, умный. Бохо, Боко, сильный. Тигин, тюркский, царевич. Буюрук, тюркский, приказывающий. Тайши, китайский, член царского рода.
Сёнгун, китайский наследник престола, а жены их величаются Хатун и Беги. Нетрудно заметить, что основная часть этих эпитетов, являющихся титулами, связана не с аристократическим происхождением, ибо все монголы происходили от Алангуа и Бурте-Чино, лани и волка, и не с богатством, то появлявшимся, то исчезавшим, а с личными деловыми качествами. Из аморфного гомеостатичного состояния Ирген, племя или подплемя, перешел в новое активное состояние, превратился в систему, где все способности членов мобилизованы. Человек как таковой стал элементом, составляющим Ирген, что налагало на него определенные обязанности, но и давало ему защиту и место под солнцем. За обиду члена Иргена должен был вступиться весь Ирген. За его преступления тоже отвечали все сородичи. Понятие коллективной ответственности стало для монголов поведенческим императивом. На этой основе кристаллизуются права, определяемые степенями и градациями родственных отношений, и обязанности, исчисляемые в связи со способностями члена племени. Это типичный случай становления первой фазы этногенеза, столь похожий на появление феодализма в государстве каролингов, что даже была сделана попытка назвать организацию монгольского общества кочевым феодализмом. Обычно для захвата чужих земель нужна крепкая военная организация, чтобы преодолеть сопротивление аборигенов. Но монголам помогла сама природа. Великая засуха X века кончилась, и граница ковыльных степей поползла от берегов Шилки на юг, к Анону и Керулену. На месте былых пустынь, оживлявшихся кустами эфедры, снова, как в эпоху тюркютского каганата, стали пастись стада сайгаков и дзеренов, забегали крупные зайцы-русаки, вырыли себе норы сурки и суслики. Жить здесь стало легко и сытно, а первыми, кто освоил степные пространства вплоть до пустыни Гоби, стали предки монголов. На берегах бурной Селенги поселились кираиты, к югу от Керулена атуз-татары, то есть 30 родов. Южнее Байкала на склонах Хамардабана воинственные меркиты, а западнее их многочисленные ойраты. Самым западным монголоязычным племенем в Западной Монголии были найманы, пришедшие сюда не из Сибири, а из Семиречья и Джунгарии. Викторова в книге «Монголы» относит найманов к тюркам, но не приводит доказательств. Поясняю, казахский род Наймам одноименен с найманами XII века, но не идентичен им. Это была северная ветвь каракитаев, вытесненных в 1125 году со своей восточной родины пассионарными джурдженями. Из-за различия в происхождении, культуре и исторической судьбе найманы весьма отличались от восточных монголов, в том числе кираитов. Судьба этих северных племен, задетых пассионарным взрывом и прошедших в XI веке свой инкубационный период, сложилась иначе. Но ведь ничего подобного не было во времена Баданчара, то есть первого поколения потомков Алангуа и Желтого Пса. Братья обобрали Баданчара и выгнали его. Чтобы подчинить себе пришлое племя, Баданчар только уговаривал своих братьев, так же, как и мать, на время прекратить ссоры. Никакого общественного императива не заметно. Только близорукий эгоизм и личные капризы без понимания общих задач. И это в конце X века. К этому необходимо добавить, что прирост населения в XI веке резко увеличился. В начале XII века монголам уже мало долины Анона. Они распространяются на запад, к Хилку и Нижней Селенге, где наталкиваются на храбрых и воинственных меркитов, мало затронутых пассионарным толчком, но хранящих традиции предков самодийцев. Монголам становится тесно в своей стране, и они делают то, что в таких случаях обычно предпринимается. Выбирают верховного владыку, хагана, хана. Им стал Хабул, представитель 8-го поколения потомков Алангуа и Желтого Пса. Он царствовал в 30-40-х годах XII века. Именно тогда закончился инкубационный период монгольского этногенеза и началась монгольская история. Теперь вернемся к проблеме Желтого Пса. Вряд ли стоит толковать миф буквально. Антропоморфизм и зооморфизм всего лишь метафоры, свойственные устному творчеству. Сами монголы и тибетцы считали светоносного юношу, преображающегося в пса, литературным образом, иносказанием.
Значение же его ясно. Монголы отметили и датировали путем счета поколений дату рождения своего этноса или смену эпохи. Рождение Баданчара было для них исторической вехой, как для арабов хиджра, с той лишь разницей, что они вели отсчет не по астрономическому, а по биологическому календарю. Ныне так считают своих мух генетики. И, наконец, пассионарный толчок описан как облучение плода в утробе. Это именно тот феномен, который порождает мутации. Выдумать такое невозможно, а поверить женщине, утверждающей это, трудно. По-видимому, сами монголы X века относились к рассказу Алан-Гуа скептически. Но когда ее потомки захватили сначала влияние, а потом власть, стало безопаснее не спорить. А еще позднее легенду стали воспринимать как сказку, потому что фольклористика и биофизика еще более несовместны, чем гений и злодейство. Но мутационный импульс не может изменить только один, да еще поведенческий признак. Разброс признаков обязателен, и он действительно имел место. Об отличии внешности борджигинов от прочих кочевников говорят два автора – китаец Джао Хун и тюрк Абуль-Гази. Татары не очень высоки ростом. Самые высокие – 156-160 сантиметров. Буквально 5 чи и 3 цуня. Пересчет мой. Лев Гумилев. Нет полных и толстых. Лица у них широкие, скулы большие. Глаза без верхних ресниц. Борода редкая. Темуджин высокого и величественного роста, с обширным лбом и длинной бородой. Личность воинственная и сильная. Этим он отличается от других. У борджигинов глаза сине-зеленые или темно-синие, где зрачок окружен бурым ободком. Итак, мутация сказалась не только на психике, но и на деталях наружности борджигинов, что снимает сомнения в ее наличии. А какова была ее роль, увидим. Ареал пассионарного толчка охватил Преамурье, Уссурийский край и Восточное Забайкалье. Восточные соседи монголов Джурджени овладели Северным Китаем до реки Хуай. Западные соседи монголов в долинах Селенги и Ангары оказались вне пределов действия толчка, захватившего монголов и татар в междуречье Анона и Керулена. Приняв этот тезис, мы можем легко объяснить подъем активности восточных кочевников, обитавших в степях менее обильных, чем западные. До сих пор этот факт не находил объяснения в литературе, но без введения понятия биосфера удовлетворительного объяснения и нельзя было найти. Перейдем к истории монголов. Темп ее был поразительно быстрым. Хабул родился около 1100 года. 8 поколений прожило и умерло за 130 лет. Это значит, что монголы воспроизводили потомство в 16-18 лет, после чего быстро уступали место молодежи. Конечно, 30-летних воинов не списывали в запас по старости, но, видимо, редкие мужи доживали до этого возраста. Они гибли в постоянных войнах, успевая лишь зачать сыновей, тоже обреченных на раннюю гибель. И если при столь неблагоприятных условиях монгольский этнос не исчез и не стал подневольным племенем у сильных соседей, то значит монголы имели силы и способности к сверхнапряжению, благодаря чему они шли от победы к победе. Именно эти качества мы определяем как последствия возникшей пассионарности в инкубационном периоде возникающего этноса. В начале XII века монгольский этнос стал уже фактом всемирной истории, так что жертвенность юных предков, имена которых не сохранились, принесла свои плоды. Возникновение разнообразия. Происшедший в XI веке пассионарный толчок коснулся не только джурджени и монголов. Он не мог не затронуть их соседей, обитавших в ареале толчка. Татары, жившие южнее Керулена, и кираиты, кочевавшие по берегам Толы, также испытали подъем пассионарного напряжения. На беду географическое положение их было не столь благоприятно, как у монголов. У них был мощный и неприятный сосед – Киданьская империя Ляо. В 1100 году в степи шла постоянная война между кочевниками, кидане их называли дзубу, и регулярными войсками, причем последние, имея тылы и базы, не могли не победить. В этой войне многие народившиеся татарские пассионарии сложили головы, но успели перед этим оставить потомство, которое дождалось часа гибели ненавистного Ляо.
Следуя принципу «враги наших врагов наши друзья», татары подружились с джурдженями, победившими киданий. Это была крайне близорукая политика, потому что джурджени унаследовали политическую линию киданий, борьбу с Великой степью. Джурдженские алтанханы, титул, обозначавший золото и эквивалентный китайскому кинь, не любили татар, но использовали их против кираитов и монголов, которых татары рассматривали как естественных соперников в борьбе за право господствовать над степью. К политической вражде добавилась еще религиозная. В 1109 году кираиты приняли христианство по несторианскому исповеданию. Несколько раньше монголы обратились в тибетскую религию Бон, почитание солнечного божества Митры, покровителя верности и доблести. А татары, подобно своим союзникам джурдженям, полюбили индийское учение шаманов, которых они называли тюркским словом «кам». Энергия пассионарного напряжения, одинаковая во всем своем ареале, повела к образованию 3 оригинальных систем, война между которыми была неизбежна. Религиозная принадлежность сама по себе не ведет к военным столкновениям, но при наличии конфликтной ситуации она является подобием лакмусовой бумажки, определяющей наличие кислот и щелочей. Несторианское христианство было белой верой, противостоявшей желтой вере, буддизму, несмотря на то, что царевич Сиддхартха, или Шакьямуни Будда, был признан святым царевичем Иосафом. Легенда о царевиче Сиддхартхе, Будде в христианском варианте, апокриф, игнорирующий хронологию. Смотреть настольная книга священнослужителя. Буддисты считают Иисуса Христа бодхисаттвой, воплощением Авалокиты. Дело было не в сложностях догматики, а в ментальности или характере мироощущения. Ментальность буддистов и несториан была различна, но христианство не шокировало последователей религии Бон, от индийского пунья – небо. Митра, по-монгольски мизир, был для верующих и неверующих как любой закон природы. Он карал не за военные уловки, хитрость и жестокость, а только за обман доверившегося, то есть за нарушение договора. Христиане, отнюдь не одобрявшие поступок Иуды, хотя он просто донес властям, где искать преступника, в кавычках, не имели противоречий с митраистами, по этому самому главному в тех условиях вопросу. Почитание не самого Митры, а его принципа совпадало с христианской моралью. Поэтому белое и черное, точнее темно-синее, веры не вступали в идеологические конфликты. Зато шаманизм, учение о 3 мирах среднем, где живут люди и звери, верхнем и нижнем, обитатели коих воспринимаются нами как духи, принципиально отличался от теистических религий. Но поскольку шаманы умели лечить больных, чего не могли делать ни священники, ни ламы, то их услугами пользовались, хотя это иногда вело к конфликтам, если лечение было неудачным. А случалось и такое. Однако для нас сейчас важно отметить принцип избирательности в принятии религии. При низких уровнях пассионарности люди индифферентны. Они либо сохраняют привычную идеологию, либо принимают ту, которую им навязывают силой. Но в данном случае никто не имел силы, достаточной для внедрения новой веры в среду свободных кочевников. Те отвечали просто «не будь ты нашим благодетелем, оставь в покое наши души». Принимали же они то исповедание, которое им искренне нравилось. А так как вкусы входят в поведенческие стереотипы как компоненты, то наличие 3 разных исповеданий, принятых в одну эпоху, указывает на рост пассионарности этнических систем в XI веке, после которого различия веры стали постепенно сглаживаться, и образовался тот монгольский политеизм, который был описан в XIX веке. Однако это была не исходная форма генезиса духовной культуры монголов и бурят, а конечная, финал напряженной до высокого трагизма истории монгольского взлета 1201-1370 годов. Почему так быстро? То, что горит ярко, сгорает быстро. Но сейчас нам важно посмотреть на то, как начинался процесс этногенеза, давший такой небывалый, хотя и кратковременный эффект. Война в степи. Хотя само по себе различие идеологических систем не вызывает войн, но такие системы цементируют группы, готовые к войнам. Монголия XII века не была исключением. Уже в 1122 году
Господство в восточной части Великой Степи делили монголы и татары, а победоносные на других фронтах джурджени заняли наблюдательную позицию. Затем в 1129 году, когда джурдженский корпус, преследовавший отступавших на запад киданий, выдвинулся в степь, монгольский глава Хабул-Хаган объявил джурдженям войну, чем остановил их войска и принудил их вернуться в Китай, чтобы избежать столкновения. Осторожный император Укимай предпочел не приобретать врага на севере, в то время, когда его лучшие войска сражались с китайцами и тибетцами. Он даже попытался договориться с Хабул-Хаганом и пригласил его в свою столицу. Но монгольский вождь вел себя грубо и неуступчиво. Не доверяя джурдженям, он во время дипломатического пира постоянно выходил из зала, чтобы отрыгнуть пищу, потому что боялся отравы. Тем не менее, Укимай запретил арестовывать его, справедливо считая, что нового хана монголы найдут, а войско их от потери нескольких человек не станет менее грозным. Но после смерти Укимая в 1134 году на престол вступил Холу, человек несдержанный и злопамятный. Он послал в степь лазутчиков, чтобы поймать Хабул-Хагана, что они и сделали, застав его в пути. Но пока они везли хана на расправу, его родственник, у которого лазутчики остановились на отдых, заподозрил недоброе и сменил лошадь Хабул-Хагана на белого жеребца. Хабул нашел удобный случай, пустил свежего скакуна в мах и ускакал домой, а преследователей убили его родичи. Даты этих событий у Рашида ад-Дина нет. Приурочивая их к началу войны, мы руководствуемся логикой событий. И тогда в 1135 году пошла настоящая война. В 1139 году монголы на голову разбили Джурджени при горе Хайлинь, местоположение которой неизвестно. В 1147 году джурджени вынуждены были просить мира и согласились уплачивать монголам дань. Но договор не был соблюден, а мир не был долг. Одновременно шла война на западной окраине монгольских земель. Там неукротимые меркиты отвечали набегом на набег, ударом копья на удар. Эта война, где обе стороны руководствовались понятиями кровной мести и коллективной ответственности, не могла кончиться, пока хоть один из сражающихся сидел в седле. Забегая вперед, скажем, что она затянулась на 80 лет. Но еще хуже оказалось на юго-востоке с татарами. Случилось, что к тяжело заболевшему Шурину Хабул-Хагана вызвали Кама, шамана, от татар. Тот не смог вылечить больного и был отправлен назад. Но родичи покойного решили, что Кам лечил недобросовестно, поехали за ним и избили до смерти. Так возникла новая вендетта, кровь за кровь и война до последнего истребления противника. Читателю может, да и должно показаться странным, что монголы, меркиты и татары меньше всего руководствовались соображениями экономической выгоды. Но и монголам XII века показалось бы удивительным, что можно отдавать жизнь ради приобретения земель, которых так много, ибо население было редким, или стада овец, потому что их следовало быстро зарезать для угощения соплеменников. Но идти на смертельный риск, чтобы смыть обиду или выручить родственника, это они считали естественным и для себя обязательным. Без твердого принципа взаимовыручки малочисленные скотоводческие племена существовать не могли. Этот принцип лег в основу их адаптации к природной и этнической среде в условиях растущего пассионарного напряжения. Не будь его, монголы жили бы относительно спокойно, как, например, эвенки севернее Байкала. Но пассионарность давила на них изнутри, заставляла приспосабливаться к этому давлению и создавать вместо дискретных аморфных систем новые этносы и жесткие общественные формы родоплеменных организаций или улусов, нуждающихся в правителях-хаганах. Началось рождение государств. Создание государства, даже когда необходимость его очевидна, процесс диалектический. Одни тянут вправо, другие влево, третьи вперед, четвертые назад. И каждый недоволен соседом. Однако постепенно варианты устремлений интегрируются и поддаются обобщению историка. Так было и в Монголии XII века, где сложились две линии развития, исключающие друг друга. Без учета этого внутреннего противоречия понять развитие дальнейших событий невозможно. Люди длинной воли.
В XII веке основным элементом древнемонгольского общества был род, обах, находившийся на стадии разложения. Во главе родов стояла степная знать. Представители ее носили почетные звания – богатур, найон, сечен и тайши. Главная забота богатуров и найонов была в том, чтобы добывать пастбища и работников для ухода за скотом и юртами. Прочими слоями были дружинники, нухуры, родовичи низшего происхождения, харачу или черная кость, и рабы, багол, а также целые роды, покоренные некогда более сильными родами или примкнувшие к ним добровольно, унаган-багол. Эти последние не лишались личной свободы и по существу мало отличались в правовом отношении от своих господ. Низкий уровень развития производительных сил и торговли, даже меновой, не давал возможности использовать подневольный труд в кочевом скотоводстве. Рабы употреблялись как домашняя прислуга, что не влияло на развитие производственных отношений, и основы родового строя сохранялись. Совместное владение угодьями, жертвоприношение предкам, кровная месть и связанные с ней межплеменные войны – все это входило в компетенцию не отдельного лица, а рода в целом. В монголах укоренилось представление о родовом коллективе как основе социальной жизни, о родовой коллективной ответственности за судьбу любого рода и об обязательной взаимовыручке. Член рода всегда чувствовал поддержку своего коллектива и всегда был готов выполнять обязанности, налагаемые на него коллективом. Но в такой жесткой системе пассионарность отдельных родовичей не только не нужна, она ей прямо противопоказана, ибо подрывает авторитет старейшин, а тем самым и родовые порядки. Но монгольские роды охватывали все население Монголии только номинально. На самом деле постоянно находились отдельные люди, которых тяготила дисциплина родовой общины, где фактическая власть принадлежала старейшим, а прочие, несмотря на любые заслуги, должны были довольствоваться второстепенным положением. Те богатыри, которые не мирились с необходимостью быть всегда на последних ролях, отделялись от родовых общин, покидали свои курини и становились людьми длинной воли или свободного состояния. В китайской передаче белотелые, байшень, то есть белая кость. Судьба этих людей часто была трагична. Лишенные общественной поддержки, они были принуждены добывать себе пропитание лесной охотой, рыбной ловлей и даже разбоем, за что их убивали. С течением времени они стали составлять отдельные отряды, чтобы сопротивляться своим организованным соплеменникам и искать вождей для борьбы с родовыми объединениями. Число их неуклонно росло, в их среде рождались идеалы новой жизни и нового устройства общества, при котором их бы перестали травить как волков. Этими идеалами стали переустройство быта на военный лад и активная оборона Родины, то есть Великой Степи, от джурдженских вторжений, недвусмысленно названных в империи Кинь уменьшением рабов и истреблением людей. Эти истребительные походы повторялись раз в 3 года, начиная с 1161 года. Девочек и мальчиков не убивали, а продавали в рабство в Шаньдун. Татары убежали в Шамо, пустыню, и мщение проникло в их мозг и кровь. Те, кому удавалось спастись из плена, пополняли число людей длинной воли, которое увеличивалось в течение 20 лет. Но не будем забегать вперед, а сосредоточим внимание на середине XII века, фазе этнического становления монгольского этноса. Закономерно поставить вопрос, на чьей стороне должно оказаться сочувствие читателя, или кто был прав, родовичи или люди длинной воли. Вопрос этот лежит скорее в сфере эмоций, нежели в области научного анализа. Однако эмоции и рациональный анализ так переплетены друг с другом, что размежевание их было бы искусственно и бесперспективно. Конечно, вопрос надо формулировать несколько иначе. Не кто прав или симпатичен, а кто мог обеспечить монгольскому этносу возможность существования и развития? Кто мог организовать оборону от истребительных походов джурджений и сохранить наследие предков, верность ближним, святость очага, нерушимость произнесенных клятв и уважение к обычаям, заменявшим монголам законы? Казалось бы, что поборниками обычного права и законов гостеприимства должны были оказаться не бездомные бродяги с длинной волей, а родовичи, связанные с традициями и родными угодьями, консерваторы по принятому принципу.
Но посмотрим, как эти приличные люди вели себя в десятилетия своего безраздельного господства. Забвение древних обычаев. Хотя в 1147 году монголы победоносно окончили войну с джурдженями и заключили почетный, выгодный и желанный мир, в Великой Степи было неспокойно. Мир был непрочен. Будучи шаманистами, а не митраистами, джурджени клятв не соблюдали. А еще хуже, что они развратили своих соседей, татар. Эти последние использовали свой престиж степного народа для того, чтобы получать от Алтан-хана империи Кинь мзду за наигнуснейшие преступления, главным образом предательство. Старший сын Хабул-хагана Акин-барха красотой и изяществом напоминал девушку. Акин – девушка, монгольский. Люди поражались его круглому открытому лицу с полным подбородком. У него был женатый сын, но внука своего Саченбеки Акин-барха не увидел. Акин-барху подстерегли татары и выдали Алтан-хану, то есть джурдженскому монарху Холу. Несчастного царевича приколотили железными гвоздями к деревянному ослу и дали умереть медленной и мучительной смертью. Это случилось еще при жизни Хабул-хагана, то есть до 1147 года. Но и потом было не лучше. В 1150 году новый император Кинь Дигунай приказал напасть на непокорных кочевников, несмотря на мир, заключенный в 1147 году. На этот раз жертвой предательства татарского вождя Норбу-Юрук-хана оказался хан Кираитов Маркуз, то есть Марк, нестерианин. Его тоже выдали на смерть, и он погиб на том же деревянном осле. Его вдова, красавица Кутуктай-Хирикун, волнующая своей красотой, нашла способ столь же вероломный убить несколько татарских вождей во время пира, но это хоть и удовлетворило ее чувства, ничего не изменило. После смерти Хабул-хагана и гибели Маркуза монгольскими родами стал ведать племянник Хабула Амбагай-хаган, которого покойный предпочел 7 своим сыновьям. Его также заманили к себе татары, с которыми у монголов был в это время мир, скрепленный помолвкой сына Амбагая с дочерью вождя племени белых, Чаган, татар. По монгольскому обычаю между помолвкой и свадьбой должно пройти несколько лет, иногда даже 5-6. За эти годы политическая ситуация изменилась, о чем Амбагай не знал. Пока в империи Кинь правил изверг и самодур Дигунай, убивавший своих приближенных и стремившийся покорить Южный Китай, в степи было относительно спокойно. Но в 1161 году Дигунай был убит своими приближенными, и новый император Улу издал манифест, в котором говорилось о войне с монголами. В манифесте указано, что монголы и татары ранее нападали на северные границы империи Кинь, а ныне вступили в союз с киданями и тангутами, Си-Ся. Палладий считает эти сведения выдумкой джурдженских дипломатов, уловкой для дезориентации империи Сун, против которой готовили главный удар. Был задуман большой карательный поход против ничего не подозревавших монголов, и джурдженские дипломаты привлекли на свою сторону татар. Именно в эти роковые дни Амбагай-хаган поехал в гости к белым татарам, чтобы привезти к себе домой невесту с приданым. Спутниками его были его младший брат Тадаен Атчигин и советник Чинтай Найон. Последний, будучи человеком умным и предусмотрительным, пытался уговорить Амбагая вернуться, ссылаясь на неблагоприятные приметы. Но тот отказался считаться с суевериями и прибыл на пир, устроенный в его честь. Вождь соседнего племени Баят Дуклат Мунка Чуудхури пригласил к себе Тадаена Чигина вместе с советником и тоже угощал на славу. Через 10 дней в разгар пира прибыл гонец от татар и сообщил, что Амбагай схвачен, татары просят доставить и Тадаена, а самим выступить в поход на монголов. Однако дуклаты не предали гостя. Мунка по совету своих старшин дал ему коня и рекомендовал не медлить в пути. Тадаен спасся, но татары разграбили становище дуклатов. Привезенный к джурдженскому Алтан-хану Улу, Амбагай был пригвожден к деревянному ослу, но перед смертью велел одному из своих нухуров, дружинников, передать императору: «Ты не полонил меня своим мужеством, доблестью и ратью, а другие привели меня к тебе.
Убивая меня так позорно, ты делаешь своими врагами Хадана Тайши, Хутула Каана и Ясугей Богатура, старших и младших родичей Улуса Монгольского. Нет сомнения, они подымутся для мщения тебе за мою кровь. Убивать меня неблагоразумно». В ответ на это Улу рассмеялся и дал дружиннику несколько коней, чтобы тот уведомил монголов об убийстве Амбагая. Тот, добравшись до кочевий племени Дурбан, попросил сменить усталого коня, но те, вопреки степному обычаю, отказали. Бедняга загнал своих лошадей насмерть и дошел домой пешком. Как же встретили монголы эту трагическую весть? Они, сославшись на волю покойного, поставили ханом Хутулу. И пошло у монголов веселье с пирами и плясками вокруг развесистого дерева на Харханахе у берега Анона. До того доплясались, что выбоины образовались по бедро, а кучи пыли по колено. Да, в каждом из нас достаточно сил, чтобы перенести страдания ближнего. Новый хан был могуч и свиреп, как медведь, но еще более глуп. Поход на Джурджени в отмщение за кровь Амбагая не состоялся, потому что хан не мог его организовать. Вопреки тому, что утверждает Рашид ад-Дин. Китайские и монгольские источники не подтверждают его беспочвенных сентенций, направленных на угождение тщеславного заказчика, хана Ол-Джейту, в ущерб исторической истине. Вместо этого он затеял охоту с соколами и был застигнут в степи дурбанами. Нухуры разбежались кто куда, а хан с конем увяз в небольшом болотце. Тут-то он себя проявил. Врагов, подъехавших к другому краю болота, он отогнал выстрелами из лука, потом схватил коня за холку и вытащил из грязи, затем, решив, что возвращаться без добычи стыдно, украл у дурбанов жеребца с табуном кобылиц и, наконец, наполнил сапоги, ибо другой тары у него не было, яйцами дикой утки. После этих подвигов он вернулся домой, где по нему шли поминки. Как он погиб, неизвестно, но вскоре его сменил Хадан Тайши, который только за 1161-1162 годы проиграл татарам 13 сражений. Особенно трагичным для монголов было поражение при озере Буир-Нор в 1161 году, после чего монгольское ханство распалось, так как часть племен отказалась класть жизнь за бездарного предводителя и выполнять приказы, неисполнимость которых была очевидна. Джурдженское правительство, узнав о таком сверхудачном для него обороте дел, приостановило готовившийся поход ради экономии средств, которые понадобились новому императору Улу для подавления восстания киданей. Кидани продолжали ненавидеть своих поработителей. Узнав об убийстве кровожадного Дигуная, они сочли 1162 год моментом, благоприятствующим восстанию. Однако джурдженские ветераны снова одержали победу. Захваченных в плен воинов предали казни, а женщин обратили в наложниц. Эта неожиданная диверсия спасла монголов от полного истребления. С другой стороны, китайская война поглощала большие силы Джурджении вплоть до 1165 года, когда китайцы были на голову разбиты при Хуайяне. После этой битвы был заключен выгодный для Джурджении мир, но время для войны с монголами оказалось упущено. Но даже при столь благоприятном стечении обстоятельств монгольское ханство находилось на краю гибели. Зажатые татарами с юго-востока, а меркитами с северо-запада, монголы должны были найти союзника, который помог бы им даже не победить, а хотя бы уцелеть. Тогда Хадан обратился за помощью к кераитскому принцу, сыну погибшего Маркуза, носившего титул Гурхан, глава межплеменного объединения. По-видимому, они договорились, но перед отъездом кравчие Гурхана угостили монголов согласно обычаю тарасуном, молочной водкой. Нухуров вырвало, и они уцелели, а Хадан, пивший последним, вскоре скончался. Видимо, джурдженские шпионы проникли и сюда. После гибели Хадана монгольская держава распалась, но поскольку защищаться от врагов было нужно, то военным предводителем стал один из внуков Хабул-Хагана, Ясугей-Богатур. Ясугей-Богатур. В то самое время, когда татары везли связанного Амбагай-Хагана на смертную муку в Китай, его молодой племянник Ясугей забавлялся охотой на птиц на зеленом берегу Светлого Анона. Навстречу ему попался вазок, в котором сидела молодая, очень красивая девушка, а рядом ехал ее новобрачный, Екечеледу из племени Меркит.
Ясугей немедленно съездил домой и вернулся с двумя своими братьями. Челеду понял, что он один не справится с тремя богатырями, и, хлестнув коня, пустил его полным галопом, пытаясь скрыться за холмом. Монголы помчались за ним, но отстали настолько, что Челеду, обогнав холм, вернулся к воску. Умная девушка быстро сказала ему: «Разве ты не понял, что дело идет о твоей жизни? Найди себе другую жену, но назови ее моим именем. Оэлун. Спасайся». Трое преследователей уже показались из-за сопки и подлетали к Челеду. Снова хлестнул своего скакуна Меркит и помчался вверх по Анону. Монголы долго гнались за ним, но отстали. Тогда они вернулись к воску и повезли плачущую пленницу к себе в становище. Они не были злыми и утешали Оэлун тем, что теперь, мол, все равно ничего вернуть нельзя. Да, по тем жестоким временам это было обыкновенное умыкание невесты, хотя все-таки даже и тогда полагалось спросить ее мнение и получить согласие. Но с такой мелочью не посчитались, и Оэлун стала первой женой Ясугея. Трудно было найти лучшую подругу, и столь же трудно было нажить более непримиримых врагов, чем воинственные меркиты, которые не забывали ничего. Таким образом, монголы, которым предстояла война с южными соседями, татарами, снова поссорились с северными соседями-меркитами, причем в самый неподходящий момент. Медовый месяц Ясугея оборвался в самом начале. Разгорелась война с татарами за кровь Амбагая. В этой войне наибольший успех выпал на долю Ясугей-Богатура. В 1162 году ему удалось захватить в плен нескольких татарских богатырей, как раз в то время, когда Оэлун подарила ему первенца. Растроганный отец назвал его Темуджином, по имени пленника, убитого при рождении сына. Таким образом, новорожденный сразу стал кровным врагом могучего татарского племени. Это в дальнейшем весьма осложнило его жизнь. Как ни странно, брак Ясугея и Оэлун оказался счастливым. Она родила еще 3 сыновей: Хасара в 1164 году, Хачууна в 1166 году, Темуге в 1169 году и дочь Темулун в 1170 году. От второй жены у Ясугея было 2 сына – Бектер и Бельгутей. За эти годы Ясугей-Богатур сделался сильным и влиятельным вождем, хотя и не был выбран в ханы. Впрочем, это не мешало ему весело жить, а в свободное время заниматься политикой. Серьезная политика началась около 1170 года. Естественным союзником монголов в борьбе с джурдженями были и кираиты, но в этой могучей орде не было порядка. Многолюдное, богатое и культурное кираитское ханство было окружено со всех сторон врагами, а родовичи, вместо того, чтобы крепить державу, вступали в сделки то с найманами, то с меркитами, то с татарами. Сам хан был неприкосновенным, но его сыну Тагрулу пришлось плохо. В 7-летнем возрасте он попал в плен к меркитам, и его заставляли толочь проса в ступе, то есть использовали ханского сына как домашнюю прислугу. Спас его отец, совершивший набег на меркитское становище, чтобы вернуть сына. Через 6 лет Тагрула вместе с матерью захватили татары. На этот раз он помощи из дому не дождался. Будучи человеком смелым, царевич бежал сам и вернулся к отцу, наследником которого он был. Эти события указывают на крайнюю напряженность отношений в ставке кираитского хана. Дважды пленить царевича враги могли лишь при пособничестве ханских родственников и вельмож. И неудивительно, что, вступив на престол, Тагрул казнил нескольких своих родственников. Но уцелевший дядя, носивший титул Гурхан, возмутил народ и сверг Тагрула. Вспомним, что в ставке этого самого Гурхана был отравлен Хадан Тайши. Пусть даже сам Гурхан был в этом не повинен, но ведь он не принял мер к охране особы союзника и гостя. Поэтому симпатии монголов оказались на стороне Тагрула. В 1170 или 1171 году с берегов Анона на берега Толы пришел с верным войском Ясугей-Богатур и вынудил Гурхана бежать за Гоби к тангутам, а Тагрул снова сел на престол. После такого подвига Ясугей вернулся к личным делам. Он помолвил своего 9-летнего сына Темуджина с 10-летней Борте из племени Ханкират. Искренний и добродушный Дайсе Чен, отец невесты, очень хорошо принял будущего зятя. «Во взгляде его огонь, а лицо, что заря», — сказал он Ясугею.
А тот, оставляя сына в кочевье ханкератов, только об одном просил свата: «Побереги моего мальчика от собак. Он их очень боится». Это последнее было несколько необычно. Страшные волкодавы, охраняющие овец, никогда не трогают детей. Монгольский мальчишка одним взмахом широкого рукава запросто разгоняет лающую свору псов. Предупреждение Ясугея говорит о повышенной нервозности Темуджина, часто сопутствующей развитому воображению и предприимчивости. С годами такая нервозность подавляется волей и рассудком, благодаря чему не приносит ущерба. Возвращаясь домой, Ясугей заметил группу людей, пировавших среди степи. Так как он устал и томился жаждой, то подъехал к ним и увидел, что это татары. Те его тоже узнали, но пригласили на пир как гостя. Ясугей поел и выпил, но, уезжая, почувствовал себя плохо. С трудом добрался он до дому, будучи уверен, что его отравили за старые обиды. С этой уверенностью он и умер. Трудно утверждать, что Ясугей поставил себе правильный диагноз. Все-таки после пира он провел в седле 3 дня, хотя и очень плохо себя чувствовал. Болезнь обострилась лишь на 4-е сутки, когда он был дома. Тут возможна любая инфекция. Важно другое. Его уверенность, что степные обычаи гостеприимства могут быть попраны и забыты. Твердый стереотип поведения монголов ломался на глазах. Перед смертью Ясугей Богатур позвал к себе одного из своих нухуров, Мунлика, поручил ему заботу о семье и просил скорее вернуть домой Темуджина. Мунлик оказался достойным оказанного ему доверия. Немедленно поехал к ханкератам, сказал, что отец скучает о сыне и привез мальчика домой. Узнав о потере, Темуджин упал от горя на землю и бился в судорогах. Отец Мунлика, старый черха, сказал ему: «Что ты, бедняга, бьешься, как пойманный таймень? Позови своих турхаудов, стражу». Совет был мудр, но неисполним. Темуджин был сыном не царя или феодального сеньора, а богатыря, все богатство которого заключалось в его энергии и незаурядных организаторских способностях. Соплеменники Ясугея эти способности ценили, ибо им было удобно переложить ответственность за военные действия, которые производились ежегодно, на плечи человека не чужого и не очень близкого. Но, как часто бывает, они не испытывали к своему вождю ни любви, ни привязанности. А уважение не гарантия верности, особенно в случае внезапной беды. Юный наследник погибшего богатыря был никому не нужен и не интересен. Однако среди монгольских знатных родовичей нашлись люди добросердечные. Таким оказался глава племени тайджиутов Таргутай Кирилтух. Он посетил кочевье Ясугея и привел к себе юного Темуджина, чтобы учить его, как учат 3-летнего жеребенка. Таргутай Кирилтух помог ему перенести горечь потери, не помышляя о том, что это через много лет избавит его от мучительной смерти. Но Таргутай Кирилтух был не хаганом, а лишь наеном в своем племени. Он мог советовать, а не повелевать. Советы же, даже если их выслушивают, редко принимают к исполнению. Именно такую свободу обеспечивал древний родовой строй, при котором общественное мнение направляется не политическими расчетами мудрых старейшин и энергичных вождей. Подчас решающее значение приобретает мнение капризных женщин и их слуг. Они могут безнаказанно совершать безответственные поступки, отнюдь не задумываясь над их последствиями. Так было и в этом случае. Прошла зима, память о заслугах Ясугея померкла, и тогда началось. Хронология последующих событий приблизительна. Джао Хун сообщает, что в XII веке монголы еще не имели 60-летнего цикла, а отсчитывали 1 год, когда зеленеют травы. Мэнда-Бэйлу. В тайной истории первая точная дата – год курицы, 1201 год, тогда как тюрки применяли циклический календарь уже в VIII веке. Гумилев – древние тюрки. Это говорит о полном разрыве традиций, то есть о начале нового этногенеза. Фенологический календарь употребляется этносами, непосредственно связанными с природой, но игнорирующими историю. Для этого восприятия времени достаточно постоянная повторяемость, а не линейная напряженность. Гумилев – этносы, категория времени. Доклады Географического общества СССР, выпуск 15.
Но как только людям требуется осознание себя во времени с последовательностью событий, они вводят либо линейный счет по правителям, либо циклический календарь. То и другое говорит о переходе от гомеостаза к динамическому развитию. У монголов этот переход состоялся в конце XII века.